Я родился 15 октября 1930 года в деревне Баймурза Баймакского района Башкирской ССР в семье крестьянина. Я был в семье последним ребенком, Киньямалай. В 1933 году во время коллективизации отцу приписали спекуляцию, так как он покупал бычков, резал и торговал на базаре. За это его отправили на 3 года на каторгу с его братом. Однако по дороге он заболел, отец. Брат его привез обратно домой. Он долго болел и скончался. С 6 лет пошел я в школу. Начальную школу закончил в своей деревне. Чтобы учиться дальше, надо было идти в другие места. Мы 12 мальчиков и 1 девочка ежедневно рано утром отправлялись пешком и возвращались после школы домой. Уже шла Великая Отечественная война. А в 7 класс пошел только я один. К весне, к концу учебного года, мне не пришлось доучиться. Хуже стало и со здоровьем. Однако добрый директор школы меня выписал свидетельство окончания 7 класса. Я стал трудиться в своем колхозе «Большевик» с 12 лет. Дневным сторожем на ферме кормил, поил телят, ягнят, козлят. Они такие маленькие, миленькие, такие жалостливые. Я их полюбил. Далее женщина, которая была заведующей фермой, предложили мне работать учетчиком. Когда мне исполнилось 15 лет, предложили еще более серьезную работу – стать секретарем сельского совета. Я работал секретарем 2,5 года. В мае 1945 года закончилась война, стали возвращаться воины, победители. Старший брат погиб при защите города Сталинграда. 2 из моих братьев вернулись. Но я решил учиться дальше. Ближайшее учебное заведение для получения специальности было педучилище. Не дорешившись, я пошел сдавать экзамены. Готовился самостоятельно, кое-как сдал и стал учиться. Старался. Учеба 4 года. Я закончил педучилище с отличием. Меня направили в соседний район, в деревню, где я работал. Приехала моя одна курсница Машуда, воспитательницей в детский дом. Но мы были знакомы по учебе в педучилище, дружили, а тут поженились. Однако моя мечта была дальше учиться. Я поступил учиться в Стерлитамакский учительский институт. Был я всегда активным, участвовал в художественной самодеятельности, занимался спортом. Меня направили завучем, но образовавшуюся среднюю школу, она называлась Алибаевская. Через год директора нашей школы взяли в заведующем РАНО. Я стал директором школы. В данной школе я проработал ровно 40 лет. В 1994 году ушел на пенсию. Однако не хотел сидеть дома, организовал музей. Это была моя мечта еще со школы. Музей назывался Юмабай Санбаева, заслуженный артист Республики Башкортостан, который прославил башкирский народный музыкальный инструмент. Курай изготавливается из степного растения курай. В те годы 20 века в составе артистов молодого советского государства советские артисты выезжали выступать в городах Европы по приглашению. Благодаря Исянбаева европейцы узнали, что же это
музыкальные растения курай. Исенбаев наш односельчанин. Каждые 5 лет у нас проводится конкурс кураистов. Ну, в музее собраны и люди целинной эпопеи. Это труженики сельского хозяйства 50-х годов прошлого века, 20 века. Так легка спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами почти не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Будем дружить, петь и кружить. Я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, показалось, что снова я у дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Сам не знаю о чем.